ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В воскресенье 17:00. Универсальный спортивный комплекс. Чемпионат России по мини-футболу. 9-й тур Суперлиги. Матч между Сибиряком из Новосибирска и Ухтой. Клубы играют в 2 четверки. Команда гостей в неполном составе. Всего 8 полевых игроков. Именитые Франклин, Иванов и Тимощенко залечивают микротравмы. У местной команды 10 полевых. Среди них Алексей Горшков. Он оправился от травмы, полученной в начале сезона. Очень тяжело. Это была моя первая игра, дебют на таком уровне. Я еще никогда не играл в Суперлиге, тем более против такого высококлассного соперника. Но когда-то надо начинать. Очень тяжело. У Сибиряка подобрана очень хорошая команда, и иностранцы, и русские футболисты. Но ничего, я стараюсь. Надеюсь, буду прогрессировать. В начале матча игра равная. Заметно, ухтинцам не хватает смелости и отчасти игровой наглости. Их атаки ловко пресекаются. Счет первого тайма 4-1 ведет Сибиряк. Гол Сергея Покатыла и дубль Сими Сайоти. В местном клубе дважды отличился бывший воспитанник новосибирцев Александр Дунец. Один из забитых мячей в собственные ворота. Директор Ухты видит системную проблему. Каждый матч – проваленный старт. Выходим перед каждой игрой, настраиваемся, что в первых сменах надо сыграть очень сконцентрированно, внимательно и собранно, но все равно соперник, получается, выжимает максимум из того, что получается, и забивает нам в первых сменах мячей. Да, это болезнь, она такая, уже хроническая стала. Мы с этим пытаемся бороться, но, к сожалению, пока этот недочет устранить не получается. Второй тайм ухтинцы проводят увереннее. Отличились Александр Дунец и Александр Кузьминых. Сопернику повезло чуть больше. На его счету еще 4 гола. Последний забит в пустые ворота, когда местные спортсмены играли с 5-м полевым. Итог 8-3. Победа за Сибиряком. Несмотря на разницу в счете, матч получился красивым и на хороших скоростях. Главный тренер новосибирского клуба отметил скомканность второй половины встречи. Я вижу у мастеровитых команд, у многих, что настроение, которое я, как тренер, например, не поддерживаю. Вы забьете нам сколько сможете, а мы сколько захотим. Поэтому этого не должно быть. И, наверное, ребятам я попытаюсь объяснить, что все равно матч должен с первой до последней минуты идти с полной концентрацией. Следующий матч клуб Ухта проведет на выезде. 19 и 20 ноября сыграем с московским КПРФ. Ближайшие домашние встречи 3 и 4 декабря. Новый противник – «Газпром Югра».